На территории Республики Ингушетия за 9 месяцев 2025 года произошло 171 дорожно-транспортное происшествие. В них пострадали 252 человека, 35 погибли. Наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей. Число погибших в этих ДТП у нас снижение на 20%. По детскому дорожно-транспортному травматизму с участием детей произошло 35 ДТП. 2 ребенка погибли, 37 несовершеннолетних получили ранения. В сравнении с прошлым годом отмечается рост количества ДТП с участием детей и количества травмированных несовершеннолетних. По погибшим также наблюдается снижение на 50%. В прошлом году, к сожалению, мы потеряли 4 ребенка. В этом году 2. В Республике Ингушетия подразделениями МВД ведется активная профилактическая работа на дорогах региона. Каждые выходные проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон». С начала октября в рамках данных рейдов проверено свыше 700 автомобилей и более 1000 человек. Стражами правопорядка выявлено и пресечено более 500 административных правонарушений. По результатам оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» на месте растонировано свыше 200 автомобилей. 5 октября в Назрановском районе при проведении данных мероприятий 2 транспортных средства были проверены с применением служебной собаки. В тот же день также в Назранском районе было изъято 1 охлащенное оружие и 30 боеприпасов к нему. 19 октября 2025 года сотрудники МВД по Республике Ингушетия совместно со специалистами УФССП России по Республике Ингушетия взыскали по штрафам, наложенным по линии ГИБДД, 83 тысячи рублей. Также судебные приставы наложили арест на автомашину Porsche Cayenne из-за задолженности владельца транспортного средства за коммунальные услуги в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей. Несколько раз стражи правопорядка сталкивались с неподчинением требованиям блюстителей закона, а также с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения за рулем. МВД по Республике Ингушетия будет продолжать вести оперативно-профилактическую работу в регионе. Заслон правонарушителям стражи правопорядка будут ставить до тех пор, пока ситуация на дорогах не станет менее аварийной, а в сознании автовладельцев не закрепится понимание необходимости строгого соблюдения ПДД. Хадиджа Ивлоева, Магаз 24.